Это Якутия день за днем. Мы расскажем вам о главных событиях недели в республике и за ее пределами. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. Служить на благо Якутии и России. Айсен Николаев принес торжественную присягу и вступил в должность главы республики. Свою работу начал и новый 6-й созыв Госсобрания Илтумен, что обсудили на первом заседании якутского парламента. Застрять на границе из-за одной цифры паспортные службы и турфирмы буквально оккупировали граждане, которые боятся не улететь на отдых из-за недействительных загранпаспортов. Дикие животные и грызуны не дают покоя якутянам. Соцсети завалены роликами свободно разгуливающих в людных местах медведей, а алданцы бьют тревогу из-за нашествия крыс. Скаковой сезон 2018 объявлен закрытым. На ипподроме Якутска прошли финальные скачки. Главное событие недели. В четверг состоялась инаугурация Айсена Николаева на должность главы Якутии. Как прошел этот день для руководителя региона? Репортаж с Аргеланы Захаровой. День инаугурации избранный глава республики Айсен Николаев начал с посещения праздничного молебна, посвященного воздвижению Креста Господня и Дню государственности Якутии. В течение дня Айсен Николаев принял участие еще в нескольких мероприятиях, посвященных Дню государственности Якутии. Но главное событие было намечено на вечер. Гости инаугурации начали собираться в театре еще за час до церемонии. Сегодня желает вся республика Айсену Сергеевичу благоприятного времени и успехов на посту главы республики. Хочу сказать, что это действительно политик и вообще руководитель, наш лидер, это лидер нового формата. И вот эта надежда у нас на обновление, на прорыв. И вот пожелаю оправдать доверие, а мы будем все помогать. Избранный глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев с супругой Людмилой Валерьевной. «9 сентября в единый день голосования Айсен Николаев набрал более 70% голосов избирателей. Тем самым он уверенно лидировал на выборах. Считать избранным главой республики Саха-Якутия Николаева Айсена Сергеевича. По традиции избранному главе вручают особый церемониальный знак – символ высшего должностного лица Якутии. Айсену Николаеву знак передал первый президент республики Михаил Николаев. Стоит отметить, в период его руководства 28 лет назад был установлен государственный суверенитет республики. Присягу Айсен Николаев принес на 2 государственных языках Якутии – якутском и русском. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха-Якутия, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Саха-Якутия, защищать национально-государственный статус республики и интересы ее многонационального народа. В своей речи он отметил, будет работать над тем, чтобы Якутия стала форпостом развития северо-востока России. Большое внимание наряду с социально-экономическим развитием республики уделил вопросам экологии. И тут же сделал заявление. Первый указ главы будет посвящен именно этой сфере. Сегодня вечером, после вступления в должность, первым я подпишу указ об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия. Этот указ определит меры по сохранению окружающей среды, чистоты лесов и рек республики, снижению ущерба экологии от деятельности промышленных предприятий, по созданию безопасной и комфортной среды в населенных пунктах республики, по формированию экологической культуры всего нашего общества. Среди почетных гостей и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он прибыл в Якутск сразу после инаугурации губернатора Амурской области. На выборах люди оказали вам большую поддержку. У вас один из лучших результатов выборов Российской Федерации. Это говорит о том, что люди доверяют и уважают вас. И это очень важно. Потому что доверие людей – это и есть та сила, с помощью которой можно изменять жизнь в республике. Именно на доверие людей надо опираться.
Сразу после торжественной церемонии уже на улице перед театром Айсен Николаев выступил перед якутянами, поблагодарил за доверие и поздравил с Днем государственности республики. В свою очередь горожане пожелали ему плодотворной работы и новых достижений. Пусть Якутия наша процветает. Конечно, мы очень рады с избранием народа. Чтобы наша республика процветала, чтобы молодые семьи оставались жить у нас. Приехали поддержать нового руководителя региона и его одноклассники. С малых лет мы верили, что он станет большим человеком. Поделились они своими воспоминаниями. С измальства отличался. Он как вундеркинд. 72-го года же. Мы 71-го. Поэтому он раньше поступил, и лучше всех учился. Золотой медаль уже закончил. За церемонией инаугурации следили якутяне из разных уголков республики. Вчера мы смотрели инаугурацию по видеохостингу YouTube. Вот мы посмотрели про Айсена Сергеевича Николаева. Нам понравилось, что он высказал насчет Якутии. Пока он был исполняющим обязанности, он себя показал с хорошей стороны, зарекомендовал. Я думаю, у Нерюнгри и у Якутии есть будущее. Очень лаконично, все по-деловому. Чувствуется, что человек действительно на своем месте. Ярким завершением дня стал Большой Осохой на площади Дружбы. Сырглана Захарова, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. Со вступлением в должность нового главы республики действующий состав правительства сложил свои полномочия. Следом Айсен Николаев своим указом утвердил его новую структуру и немного подробнее о том, какие изменения потерпел Кабмин Якутии. Начнем с того, что 3 министерства получили новые наименования, а именно Министерство архитектуры и строительного комплекса переименовано в Министерство строительства, Министерство по делам молодежи и семейной политики, Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям, а Министерство спорта получило наименование Министерство по физической культуре и спорту республики. Вместе с новыми названиями были переданы и полномочия. Так, Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям перешли полномочия Министерства экономики по выработке государственной политики в области взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества, а именно в части поддержки и развития гражданских инициатив и осуществлению государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В свою очередь, Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям передала часть своих прежних функций, в частности по реализации государственной, семейной и демографической политики отошло Министерству труда и социального развития, а по формированию и реализации системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, соответственно, к Министерству по физической культуре и спорту. Образовано и новое управление архитектуры и градостроительства при главе республики. Ему отданы функции по управлению в области архитектуры и градостроительной деятельности от одноименного Министерства строительства. При этом Айсен Николаев подчеркнул, что новое управление создано за счет сокращения штатных единиц других исполнительных органов власти. Новые полномочия получило и управление делами главы и правительства. Теперь оно рассматривает и согласовывает уведомления о проведении публичных мероприятий. Таким образом, новая структура исполнительной власти включает в себя председателя правительства, 2 его первых заместителей и 3 вице-премьеров, 18 министерств, 4 государственных комитета, постоянные представительства при президенте России и по Дальнему Востоку, 2 департамента, 4 управления и центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в республике. Свою работу начал и новый 6-й созыв Госсобрания Ил-Тумен. По традиции, народные депутаты сперва избрали руководящий состав якутского парламента, членов постоянных комитетов, а также обговорили первоочередные проекты. Елизавета Васильева с подробностями. В повестку первого дня вошли кадровые и организационные вопросы. Председателем Госсобрания избран декан юридического факультета Северо-Восточного федерального университета депутат Петр Гоголев. Мы более шире будем привлекать граждан к участию в законотворческом процессе. Более того, на сайте парламента мы будем реализовывать проект, который будет аналогом единого окна. То есть активные граждане могут всегда направлять свои предложения по проектам
законов Республики Саха-Якутия, находящихся в производстве парламента. Спикер 5-го созыва Александр Жирков избран первым заместителем председателя Госсобрания. За него проголосовали 58 депутатов. 2 зампредами председателя избраны коммунист Виктор Губарев и Антонина Григорьева от «Единой России». Кроме этого, депутатский корпус повторно избрал Александра Акимова представителем Элтумена в Совете Федерации. Состав собрания значительно изменился. Среди членов парламента немало депутатов с юридическим образованием, в том числе и сам спикер. Да и в целом в депутатском корпусе появилось много перспективных кадров. Самому молодому депутату 25 лет. Я буду помогать студентам после окончания университета в трудоустройстве, допустим, в первую очередь. Потом молодым специалистам по поводу проживания и молодых семей. Новый состав приступил к работе. Особое внимание они планируют уделить аграрному сектору и социальным вопросам. Я как аграрник и представитель аграрного вуза, конечно, буду обращать внимание на развитие аграрного сектора, улучшение качества образования, чтобы молодежь трудоустроился, чтобы качество образования было лучше. В 6-м созыве будет работать 14 постоянных комитетов и 1 комиссия. Появились 2 новых комитета. Это комитет по экономической, инвестиционной и промышленной политике и постоянный комитет по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры. А постоянный комитет по делам семьи, детства, молодежи и спорта распался на 2 самостоятельных. Мы завершили только первое пленарное заседание и договорились, что те недоработки, которые прозвучали сегодня на пленарном заседании, они будут максимально устраняться в режиме подготовки ко 2-му пленарному заседанию. Также во 2-й день пленарного заседания депутаты приняли постановление о сохранении федеральных льгот по налогообложению граждан пенсионного возраста. Кроме того, приняты в окончательном чтении законы о социальной поддержке ветеранов тыла и труда и о детях войны. В завершении заседания вновь избранным парламентариям были вручены удостоверения и нагрудные знаки. Елизавета Васильева, Джулс Иннокентьев, Григорий Охлопков, Илья Сыромятников, Якутия. День за днем. Сейчас короткий блок рекламы. Мы вернемся буквально через пару минут и продолжим обсуждать главные темы уходящей недели. Оставайтесь на Якутия-24. Это Якутия день за днем, и мы продолжаем обсуждать главные события недели. Еще 30 километров новой дороги на федеральной трассе Вилюй сдали в эксплуатацию. Подрядные организации «Дорис» и «Сельдурстрой» обновили 2 участка дороги, а именно с 26 по 44 и с 55 по 69 километры. Теперь стало возможно безопасное движение с расчетной скоростью в 100 километров в час. Работы на 2 участках вели еще с 2014-го, а в следующем году дорога с асфальтобетонным покрытием дойдет до села Бердигистях. Это еще один шаг к развитию масштабного проекта транспортного сообщения, так как трасса соединяет Якутск с населенными пунктами 7 районов региона. Я надеюсь, что дорога эта прослужит долго, потому что технологии были все современные, а материалы были хорошие. Применялись присадки для битума, модификаторы французские. И я думаю, что все будет нормально. Любители отдыха за рубежом забили тревогу, когда в соцсетях распространилась информация о якобы недействительных загранпаспортах старого образца. Те, кто уже запланировал отдых, стали массово обращаться в паспортные службы и турфирмы после того, как несколько якутян задержали на границе. В чем в итоге оказалась причина и действительно ли миграционная служба выдавала несоответствующие загранпаспорта, расскажет Кристина Якупова.
3 подруги-пенсионерки решили продлить свое лето. Оформили загранпаспорта, купили путевки у местных туроператоров, но на границе России столкнулись с проблемой. Оказалось, их документы являются недействительными. Когда проходили пограничную службу, там нас арестовали. Сказали, паспорт неверный. МВД 3 цифры, а должно быть МВД 4 цифры. А мы откуда знали, что там, сколько цифр должно быть. И вот из-за этого наш паспорт изъяли, и дальше не едете никуда, сказали. К сожалению, и туристки, и мы не знали ту информацию, что код отдела МВД здешнего поменялся. 7 часов в заперти на пограничной заставе. Пожилым женщинам велели разговаривать только шепотом и сидеть на одном месте. Эти часы женщины не забудут никогда. Условие было плохое, даже нам громко разговаривать не разрешали. С телефоном разговаривали. Мы телефон ваш возьмем, сказали. Громко не разговаривайте. Нас плохо там держали. Как с преступниками. Там у них, как дверь откроешь, там собака злая у них. Одна женщина хотела покурить, выйти. Нет, не разрешается прямо. Таким голосом они говорили. Как будто мы настоящие преступники. Спасти женщин попытались лишь представители турфирмы. Узнав, в какой ситуации находятся их клиенты, они отправились в местную миграционную службу. Однако там им помочь не смогли. В местную миграционную службу сходили и разузнавали, и они сказали, что код отдела действительно поменялся, но они про это узнали сами только недавно. И это все решается в Москве, и то, что наш случай, это второй случай. В МВД республики тоже ждут ответа из Москвы. Комментировать ситуацию сейчас я не могу по той простой причине, что у нас документов нет, протокола изъятия и сами бланки документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории нашей страны еще не поступили в наш адрес. То есть это, как правило, в течение где-то 2-3 недель они здесь будут, и мы уже более детально сможем информацию пояснить по этому поводу. Пограничники и вовсе отказались от каких-либо комментариев. Мы, наоборот, выходили на сотрудников, скажем так, погрануправления, но не от комментариев отказываться, потому что ссылаются на свои внутренние приказы. Вернувшись, наконец, на родную землю, пострадавшие женщины сразу кинулись по инстанциям. На сегодня их ущерб весьма значителен. 85 тысяч расходов получилось. Я перед этим-то дома продала свою Ямаху, чтобы поехать, красиво отдыхать. Но так вышло. Из-за халатности местных МВДшников мы пострадали. Сейчас кто будет возмещать их финансовые потери, не можем даже сказать. Потому что здесь, получается, оплаченные средства за тур уже ушли к туроператору. А там по условиям уже туроператора, если там оказываешься за несколько дней, то практически за тур средства не возвращаются. Сегодня пенсионерки объединяются со всеми, кто попал в такую же ситуацию. Собираются идти в суд. Теперь вместо отдыха на море – беготня по инстанциям и адвокатам. А тем временем якутяне всерьез обеспокоились о своих отпусках за границей. С вопросом, действителен ли их загранпаспорт, они начали массово обращаться в миграционные службы столицы. Однако о том, что же действительно явилось причиной отказа выезда за рубеж, официальный ответ в МВД республики дадут только через 3 недели. Кристина Якупова, Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. Поговорим на тему инновационного развития. В середине месяца на полях Восточного экономического форума Якутия подписала соглашение с фондом «Высокие технологии». Какая работа началась в этом направлении, в сюжете Ланы Ильиной. В эти дни в точке кипения в Якутске состоялась питч-сессия. Фонд высоких технологий приехали к нам сегодня как инвесторы. То есть и 11 проектов, они защищали свои проекты перед инвесторами, и теперь мы находимся на стадии обсуждения деталей. Сейчас на базе венчурной компании «Якутия» создается посевной фонд. Выстраивается цепочка развития стартапов. В рамках ВЭФ было заключено ряд соглашений с Федеральным институтом развития, которые позволяют эту цепочку вырастить от предпосевной стадии, посевная стадия, стадия быстрого роста. И в рамках реализации этих соглашений, соответственно, буквально месяц не закончился, и наши федеральные коллеги уже прибыли в город Якутск для того, чтобы ознакомиться с нашими проектами и, соответственно, подхватить уже те проекты, которые были.
Представленные проекты находятся на разных стадиях разработки. Один из самых интересных из уже реализуемых – создание облачной платформы Smart. Платформа позволит заменить дорогостоящие системы автоматизации. Большое количество проектов мы уже реализовали, причем самые разные направленности. То есть мы работаем и в сфере торговли, и недвижимости, и делали проекты для транспортных компаний, например, для метрополитена московского. Проект ООО Count Technologies считает посетителей по датчикам смартфонов. Это приложение активно используют для подсчета и анализа посещений торговых центров, магазинов, павильонов. Сейчас наш проект находится на той стадии, когда мы ищем дополнительные инвестиции. Инвестиции нам требуются для того, чтобы выйти на рынок России и стран СНГ для масштабирования продукта. Сайт и приложение Бунтар Лайф позволяет совершать покупки так, будто пользователь находится прямо в супермаркете. Можно купить товар в прямом эфире, не уходя никуда. То есть сейчас большинство товаров продается, это надо нажать на какую-то ссылку, куда-то перейти на другой сайт. И это одно. И еще почему именно прямой эфир, почему не фотографии и так далее, которые уже есть, потому что люди зачастую получают кота в мешке. Средство защиты кожи от холодового повреждения позволяет защитить от обморожения людей, которые по долгу службы находятся на морозе. В состав этого продукта входят уникальные природные антифризы, вырабатываемые самыми холодоустойчивыми насекомыми Якутии. И благодаря этим веществам это средство действительно защищает кожу лица от обморожения. Инвесторов представили компании IPN, Элроса и Фонд развития Дальнего Востока. Не ожидали такого количества интересных и достаточно продвинутых компаний с точки зрения уже жизненного цикла. То есть это не то, что компания, находящаяся на стадии идеи, а это действительно компания уже достаточно зрелая, с реализацией. Из 11 представленных проектов, те, которые уже готовы к реализации, вызвали неподдельный интерес у потенциальных инвесторов. И теперь они готовы к сотрудничеству. Лана Ильина, Григорий Хлопков, Илья Сыромятников, Якутия день за днем. В реалиях современной экономики все эти проекты возможно реализовать исключительно при положительной ситуации с бизнесом в стране. Говоря о средних и малых предпринимателях, за последние 5 лет их количество снизилось почти на 6 тысяч. С чем это связано? Бизнесмены уходят в тень или, наоборот, с рынка уходят недобросовестные предприниматели? Об этом нам рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Айталина Соколова. Нам удалось все-таки остановить некоторое падение, то есть если уже в 2016 году показатель был до 49 тысяч, то сейчас уже 50 тысяч, мы видим уже потихоньку, постепенно восстанавливается та потеря. Это прежде всего в связи с повышением страховых взносов и еще один фактор, который влияет, это, конечно же, падение покупательского спроса, что, собственно, ведет к снижению оборота. Вам, как омбудсмену, известны основные проблемы бизнесменов. Какие нужно решать на федеральном уровне, а какие под силу и нашим региональным властям? Это прежде всего высокая стоимость кредитов. Вторая системная проблема – это участие в государственных закупках малого бизнеса. Здесь в этом направлении уже очень много сделано правительство Российской Федерации, но, тем не менее, есть, конечно, ряд проблем. Эти проблемы мы характеризуем как проблемами роста, то есть постепенно люди привыкают, постепенно компании активизируются. Следующая часть проблем – это вопросы административной среды, то есть это, собственно, то правоприменение и та благоприятная среда, которая в регионах организуется регионами, правительством регионов, в том числе и у нас в республике. Здесь очень важно внутренний посыл региона, все усилия направленные на то, чтобы создать такую комфортную среду, чтобы бизнесу открывались все двери, все эти государственные услуги, которые предоставляются бизнесу, проходили в открытом и, самое главное, в очень по времени быстром формате, потому что для бизнеса, конечно, время – это самый важный фактор.
В Якутии сменились составы сразу нескольких ветвей власти. Мы выбрали главу республики, новый состав парламента. Чего ждут предприниматели от обновленной власти? Бизнес, конечно же, ждет от правительства более кардинальных, эффективных решений, которые будут способствовать развитию, ну и, естественно, упрощению административной среды и созданию таких условий, где бизнесу шли бы навстречу, помогали и поддерживали его, в том числе и в вопросах с субъектами естественных монополий, что на сегодняшний момент самый, наверное, серьезный вопрос, который стоит перед руководством региона. Сейчас небольшой блок рекламы на телеканале «Якутия-24», после чего продолжим разговор о главных событиях недели. Не переключайтесь. Это программа «Итоги недели» на Якутия-24. Продолжаем разговор о главных событиях. Череда пожаров в деревянных домах произошла в Нерюнгринском районе. В одном только поселке Серебряный Бор за короткое время сгорели около 10 расселенных домов. Расследование пока не дает определенных результатов, но администрация и сами жители уверены, это поджоги. В возможных мотивах разбирался наш корреспондент Георгий Сергеев. Поселок Серебряный Бор расположен недалеко от райцентра. Несколько лет назад он вошел в программу по переселению из ветхого аварийного жилья. За эти годы расселены более 100 таких домов, и все эти старые здания отнюдь не украшали пейзаж. Однако за текущий год дотла сгорели аж несколько ветхих строений. Так, в минувший понедельник огонь спалил сразу 2 соседних дома, а на следующий день еще 2. В поселке в один голос утверждают – это поджог. Другой версии не может быть. Все дома были обесточены, расселены и отключены от теплоснабжения. В субботу, это 22-го ночью, у нас опять же было возгорание 212-го дома, который буквально за неделю до этого сложили экскаватором, тяжелой техникой, потому что рядом стоит новостройка 214/1. И вот сегодня в ночь подожгли этот дом кто-то. Дом отключен от всех сетей, от электроснабжения, то есть замыкание оно исключено. Это поджог. В свою очередь в МЧС сообщают, все возгорания начинались в кровле. Ведь когда в пожаре повинны лица без определенного места жительства, огонь всегда идет изнутри. В администрации эту версию также не рассматривают. В поселке бездомных лиц просто нету. Подозрительно также и количество и частота пожаров. Впрочем, когда сгорают расселенные никому не принадлежащие дома, уголовного дела не возбуждают. И даже в случае, если поджигатель пойман за руку, ему грозит лишь штраф на 2000 рублей. Ведь пустые дома – это уже не строение, а строительный мусор. Потому и выясняют, было ли это поджогом, правоохранительные органы вряд ли будут. Предварительная версия по всем пожарам, которые были в этих строениях, это поджог. Выводы сделали эксперты, что источником пожара послужило открытое пламя. Тобто получается, что человек зашел с помощью открытого пламени, это огня и зажигалки, произвел поджог и скрылся с места преступления. Нет ущерба, нет жертв, нет дела. Так гласит закон. И хоть во время пожаров, случившихся в мае и конце августа, огонь с расселенных домов перекинулся на новостройки, в которых уже жили люди, дела не возбудили. Ведь заселение произошло, увы, без официальных документов. И теперь погорельцы уже год живут на птичьих правах. А формально, выходит, пострадавших от пожаров нет. Уже почти год мы живем, и документов до сих пор нет. Из-за чего? Застройщик виноват. Он нам не, он же должен передать администрации документы, а администрация должна нам выдать, но он до сих пор не передал документы в администрацию. Поэтому наш дом нигде не числится.
Поселок живет как на пороховой бочке. В администрации бьют тревогу, средств на снос ветхого фонда не хватает. Все сгоревшие дома, за исключением лишь одного, были построены на металлокаркасной основе. Возможно, именно это и является основной целью поджогов. Каждое строение содержит в себе от 10 до 20 тонн цветного металла. Сумма выручки может составить до 200 тысяч рублей. Зима скоро, да, это будет некомфортно работать по зиме. Возможно, будут, скажем так, осадки постоянные. Естественно, металлисты понимают прекрасно, половина домов у них стоят без крыш. Если они сейчас промокнут все дома от осадков или еще чего-то, поджечь их будет тяжелее. Администрация поселка на днях запретила вывозить и сдавать цветной металл. За каждым сгоревшим домом будут следить и пресекать деятельность так называемых металлистов. Очевидно, что все расселенные дома необходимо снести. Правда, есть одно «но». Средств для этого в администрации поселка нет. Георгий Сергеев, Вадим Барашков. День за днем. Нерюнгри. Пожары несут опасность не только уничтожением имущества. Отчасти именно пожароопасный сезон в лесах республики этим летом вызвал массовый выход в населенные пункты медведей. Начиная с июля месяца социальные сети были буквально переполнены роликами очевидцев подобного поведения животных. Что еще могло спровоцировать их выход в люди и как можно предотвратить такие ситуации в дальнейшем, узнавал Юрий Осипов. По сообщениям экологов, в последние годы в Якутии наблюдается тенденция увеличения численности бурых медведей. На сегодняшний день насчитывается порядка 18 тысяч особей. В этом году они повадились выходить к населенным пунктам. В начале июля столкнулись с такой проблемой в Нерюнгринском районе Якутии. Медведь стал наведываться в местную центральную районную больницу. Побывал везде, по всей территории, обследовал все мусорные баки, перевернул. Начал с роддома, как я понял. Потом, перешел на инфекционное отделение, там тоже мусорные баки. И потом его видели около гаражей. Медведей в Нерюнгри также видели в пригороде и районе лыжной базы. По обращению главврача Нерюнгринской больницы медведь был уничтожен. В середине сентября медведь напал на жительницу поселка Белая гора в Абыйском районе Якутии. Дикое животное чуть не задрало женщину прямо в жилом секторе райцентра. Однако его вовремя удалось отогнать. Случай произошел 10 сентября. Инспекция охраны природы Абыйского района незамедлительно была собрана бригада и получено разрешение на регулирование особи. 15 сентября удалось ликвидировать животное. Такая же участь постигла медведя, который ежедневно наведывался в поселок Кенькёль. Находясь на природе, важно помнить основные правила, чтобы не встретиться с хозяином тайги. Всегда рекомендуем носить с собой перцовые газовые баллончики. Также, если вы находитесь на отдыхе, то постарайтесь кушать в одном месте, а лагерь основной разбивать в другом месте, потому что медведь очень чувствует пищу. И если вы встретили медведя или медвежонка, особенно по дорогам, то не прикармливайте его, потому что вы как раз и провоцируете его на выход к людям. Следующий случай произошел в поселке Хандыга 24 сентября. Покой местных жителей нарушили 3 медвежонка. Их заметили в самом центре поселка. Откуда они появились, никому не известно. Территорию оцепили. Местным жителям порекомендовали оставаться в зданиях. Полиция оцепила участок. Сейчас экологи думают, механизм, что с ними делать, как их оттуда доставать. Медвежат этого года, по-моему. Откуда появились, никто не знает. Сотрудники сектора гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций выстроились в коридор, чтобы медвежата смогли уйти в лес. Вот такого никогда в Ханге не было. Первый раз. Их надо как-то туда отправить, матери. А мать находится, говорит, на нефтебазе. И там надо как-то организовать такую, чтобы туда их доставить к матери. Малышей удалось вернуть в привычную среду, но такие случаи скорее исключение, чем правило. Недавний случай в Усть-Куте тому подтверждение. Полицейские застрелили медведя, забравшегося в гараж частного дома. Информация распространилась в соцсетях. Вызов поступил от владельца гаража, на которую напал 3-летний медведь. Стражам порядка пришлось выпустить всю обойму из стабильного оружия, чтобы ликвидировать незваного гостя. За этот год Министерство экологии вынесло 118 оперативных решений по регулированию бурых медведей. Из них добыто 29 особей. Увеличение способствовало пожары, которые произошли на Дальнем Востоке, в соседних регионах. Из-за этого миграция медведей наблюдается. Также снижена охота на бурых медведей. При появлении от населения тоже есть со стороны населения вина в том, что они подкармливают медвежат, которые приходят, медведей,
которые выходят на дорогу, приближаются к населенным пунктам, выкидывают свои эти отходы пищевые, да, около вот населенных пунктов. И вот из-за этого вот на запах приходит бурый медведь и создаются угрозы. В том, что медведи повадились гостить в городах и поселках, есть доля вины местных жителей. Люди подкармливают животных, которые выходят на дорогу или приближаются к жилищам. Также животных приманивает запах пищевых отходов, которые жители выкидывают вблизи населенных пунктов. Юрий Осипов, Елизавета Васильева, Саргалана Федорова, Тамара Игнатьева, Якутия. День за днем. Но не только медведи досаждали якутянам. На минувшей неделе в Алдане разбушевались крысы. Жительница города направила петицию алданскому руководству. По ее словам, им грозит нашествие грызунов. В теме разбирался Руслан Павлов. Вот эту крысу целый месяц безуспешно ловила у себя в доме жительница города Алдана Дарья Полуянова, пока не вышла на настоящую охоту и не поставила капкан на грызуна. И мы поставили капкан, она на капкан, кстати говоря, тоже не ловилась. Поймали мы ее, пока в пакет не поставили. Ну, вы понимаете, мне 30 лет, у меня психологическая реально травма. Я нисколько не преувеличиваю. Как бился этот капкан, как она верещала. То есть у меня заплакал ребенок, испугался. Потрясенная инцидентом, Дарья на своей страничке в Инстаграм выложила обращение к власти и контролирующим органам о проблеме увеличения популяции крыс и то, что грызуны представляют опасность для населения. Петиция всколыхнула соцсети. Общественность начала приводить свои примеры встреч с крысами. На уровне власти района на общественный резонанс отреагировали, собрав совещание по данному вопросу. Но вот этой психологической волне я просто взяла Инстаграм, я веду соцсети и подписчикам говорю: ребят, надо что-то делать. Я причем от других людей тоже слышала, но все как-то на стадии, что вот крыса, вот беспокоит. Ну, беспокоит, и никто ничего не делает. Проходило совещание на уровне главы муниципального образования Алданский район по данному вопросу. Но, к сожалению, определенного какого-то решения выработано не было. Этот вопрос будет дальше прорабатываться. Борьба с грызунами в местах общего пользования, в том числе и в жилых домах, предусмотрена жилищным кодексом, постановлениями правительства России, санитарными правилами по проведению дератизационных мероприятий. Проведение данных мероприятий по жилому фонду должно быть обеспечено силами управляющей компании и товарищества собственников жилья. Мероприятия по жилому фонду, общежитиям и так далее, принадлежащих и являющихся балансодержателями, которые являются органами местного самоуправления, соответственно, ими. Целую неделю наша съемочная группа пыталась получить официальные комментарии от власти и управляющей компании, но дальше телефонных разговоров дело не доходило. Впрочем, нам удалось встретиться с директором управляющей компании «Возрождение», который заверил, что в ближайшие 2 недели дезодорация жилфонда будет проведена. Администрация муниципального образования города Алдан нам, буквально я чуть только приехал с администрации, выделили деньги для заключения договора с Роспотребнадзором для уничтожения вот этого, для обработки подвалов и положить им, корма, как говорится, чтобы избавиться от этих грызунов. В жилище крысы мигрируют с приходом холодов из основного места обитания – свалок. Здесь их, по словам местных работников, очень много. Достаточно много. Вот особенно начиная лето. А зимой они уходят, они не то что в город, они вниз уходят. Свалка очень глубокая, метров, примерно под нами метров 40. И вот они там живут, потому что все же тепло, испарение. Так что крыс много. Экстренные меры по борьбе с грызунами – это только начало в крысиной войне. На сегодня нет данных о количестве пушистых вредителей и местах их обитания. А все потому, что люди, столкнувшись с проблемой, начинают писать сразу в Москву, а не в те структуры, которые отвечают за данную проблему. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Сейчас мы снова прервемся на короткую рекламу, после чего увидимся на Якутии 24. Это Якутия день за днем, и мы продолжаем выпуск.
Кто бы мог подумать, что настоящей проблемой для людей может стать аэродром, а всему виной его близкое расположение к жилому сектору в селе Ой Немигюнского наслега. Перенос в планах стоит давно и даже удалось его добиться, вот только вмешались стандартные для такой ситуации бюрократические проволочки по оформлению земли, протяжки инфраструктуры. Когда жителям села Ой все-таки ждать переноса аэропорта, узнавала Виолетта Засимова. Августа Гаврилева получила земельный участок по улице Хангаласская в 90-м году. Начала строиться и в 92-м уже справила новоселье. Жила бы себе и не тужила дальше, да только соседство с аэродромом обернулось для нее головной болью. Ну, очень шумно. И потом у них вот этот забор очень такой. Наши коровы туда заходят, их загоняют, и им неудобно, и нам нехорошо. Ладно еще шум от самолетов и старая изгородь, когда в близкой опасности размещены топливные емкости, а самолеты взлетают прямо над домами жителей села. В 70-х годах был пожар в складе ГСМ. Потом в 96-м году потерпел авиакрушение вертолет. Потом в 2009 году перепосадки в непогодные условия. Там Ан-2 срезала телевизионные антенны, верховья деревьев и линия электропередач внутри населенного пункта. К тому же село Ой интенсивно разрастается. С момента работы госпрограммы о предоставлении земельных участков многодетным семьям на территории наслега стали массово выделять участки под ИЖС. И на сегодняшний день земли практически закончились. А обширная территория аэродрома площадью около 21 тысячи квадратных метров могла бы пойти под новый жилой микрорайон. Все эти доводы были приведены руководством района председателю Центрального совета ДСАФ России Александру Колмакову, который впервые посетил с визитом Якутию весной этого года. И так как аэродром находится в собственности его ведомства, он дал долгожданное согласие на перенос аэродрома. Мы сейчас находимся в местности Ан, в 4 километрах от села Ой, куда перенесут нынешний аэродром. Вот здесь будет располагаться взлетно-посадочная полоса, а по эту сторону построят объекты: вышку, ангар для сверхлегких самолетов и здания для персонала. Новое место под аэродром и село Ой разделяет республиканская трасса УМНАС. Площадь территории 23 тысячи квадратных метров. Поблизости никаких жилых построек, открытая равнинная местность. Здесь стоит оговориться, что согласие на перенос было дано с условием обустроить инфраструктуру аэродрома силами района. Перевод земель из одной категории в другую проводится через Министерство имущественных земельных отношений, которое в настоящий момент ссылается на отсутствие в документах территориального планирования этого нового аэродрома. То есть решение по новому аэродроме это вот буквально в течение начала этого года, а документы терпланирования, территориального планирования у нас уже были. Поэтому сейчас находимся мы на стадии изменения в схемах терпланирования района плюс в документах территориального планирования наслега. После переноса аэродрома в местность Ан на его базе будет проводиться работа по подготовке пилотов малой авиации. Кроме того, будут организовываться военно-полевые сборы, другие военно-спортивные мероприятия, обеспечивая вместе с тем эффективность военно-патриотического воспитания школьников и молодежи. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Якутия день за днем. Якутия отметила один из своих важнейших праздников – День государственности республики. Как в столице, так и в районах прошли торжественные мероприятия. Якутяне почтили память людей, которые стояли у истоков – Алексея Кулаковского, Платона Аюнского. А в 28 лет назад, в 1990 году, Якутия подтвердила свою приверженность к федеративному устройству России. И принятие декларации о государственном суверенитете республики стало отправной точкой нового этапа в жизни региона. И, конечно же, День государственности республики не прошел без праздничных мероприятий на главных площадях Якутии. Подробнее о самых ярких из них расскажет Анастасия Данилова. Флажки, национальные танцы и песни, зажигательный флешмоб. Традиционно на площади Ленина состоялся праздничный концерт «Миндайдум» Сахасерия, посвященный Дню государственности республики. Кажется, этот праздник очень важен, так как сейчас идет пропаганда именно патриотических каких-то отношений. И поэтому данный праздник сейчас означает какую-то
особую важность для нас. Праздник не только не столько вашего города, это праздник всех районов, Нерюнгринского нашего района, наших поселков маленьких. Очень большой, красивый праздник. День государственности в столице республики продолжило торжественное открытие бульвара Учителя. В 2018 году в Якутске в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды по итогам рейтингового голосования выиграли 4 общественных пространства, в том числе и бульвар Учителя. Здесь уже установлен памятник народному педагогу СССР Михаилу Алексееву. Также сквер оснащен детскими и спортивными площадками и зонами отдыха. Я считаю глубоко символичным, что в День государственности нашей республики открывается замечательный бульвар Учителя в нашем городе с памятником великому учителю, народному учителю Советского Союза Михаилу Андреевичу Алексееву. Именно образование, высокое качество образования стало тем, что получила Якутия в результате своей государственности. Праздничные мероприятия прошли и в других уголках республики. Так, в Мирнинском районе в целях воспитания у молодого поколения патриотических и гражданских чувств образовательные учреждения провели классные часы, беседы о государственной символике, тематические конкурсы и торжественные линейки. На мой взгляд, это государство в государстве, потому что мы имеем свою главу государства, свой парламент. В нашей республике есть все главные символы государства. Это есть свой флаг, есть свой гимн, даже есть свои законы. А в Нерюнгринском районе в этот день торжественные собрания и праздничные мероприятия состоялись в трудовых, студенческих и ученических коллективах. Так, культурно-этнографический центр подготовил познавательную экскурсию о якутском быте и обрядах, о национальном танце осоха и национальных играх разных народов для детей школьного возраста. Презентации небольшие такие, викторины делаем. Для старших школьников это, как правило, круглые столы, обсуждения какие-то. Да? Мы говорим о роли того или иного политического деятельности на арене нашего государства, нашей истории, нашей республики. Я бы хотела пожелать, чтобы они больше узнавали о людей, которые развивали нашу родину, любить ее, а также стараться делать для нее лучшее. Отрадно, что празднование Дня государственности в этом году сопровождалось теплой солнечной погодой почти по всей республике. Анастасия Данилова, Кристина Якупова, Юрий Осипов. День за днем. Также в столице в этот день прошло закрытие скакового сезона 2018. Кто выиграл главный кубок и насколько активными в этот день были болельщики, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Конкур – это не просто скачки. Лошади бегут через препятствия. Своих спортсменов выставили все конно-спортивные клубы Якутска. Всего приняли участие 17 спортсменов, в основном юниоры. Первый раз прокатилась в парке в 5 лет. Мне это понравилось. Для меня это впечатление. Потом в 10 лет я начала заниматься конным спортивным спортом. Первый раз я ездила на ипподроме, на ЕГСХ. Нам проводили тренировки. Мне это нравится. Лошадь – это мое все. Поддержать Лену приехали не только родные и близкие, но и друзья. На соревнованиях юная спортсменка в очередной раз демонстрирует свои навыки общения с животными. А это, по словам тренеров, самая важная и самая сложная часть работы. Понимаете, у каждой лошади свой характер. Каждой лошади надо найти свой подход. Надо найти подход именно к человеку, который будет выступать на определенной лошади. Призовой фонд турнира составил 75 тысяч рублей. Лидерами этих соревнований стали воспитанники конно-спортивного клуба «Импульс». Они заняли большую часть ступенек на пьедестале. Однако самые долгожданные – это скачки на призы Министерства сельского хозяйства, закрывающие сезон. Кульминационное мероприятие собирает любителей конного спорта почти со всех районов Якутии. Как истинный якут, я всегда люблю лошади, да? Поэтому всегда хожу на скачки. Мне очень нравится. И у меня есть друзья, которые хорошо разбираются в этом деле. Да? Я их спрашиваю и начинаю вот тут играть там. Сделать ставки, да. За кубок Министерства сельского хозяйства вышли бороться 6 спортсменов. Дистанция этого забега 2400 метров, а на старте сплошь темные лошадки. В этом забеге фаворитов не было. Своих лошадей выставили команды Намского, Амгинского, Мегино-Кангласского, Верхневилюйского и Чурапчинского улусов. Победителем Кубка Министерства сельского хозяйства республики по итогам скачек стала лошадь из Верхневилюйского улуса «Карибиан Бой». Мы его купили в Краснодарском крае.
Конный завод «Прогресс» в 2016 году. Тогда ему сколько было и сейчас сколько лет? 4 года было ему. Ну, каждый год с ним работаем. Победителям вручили кубок и денежные призы. По их словам, содержание такого коня обходится порядка 500 тысяч рублей в год. Поддержку оказывает администрация района и спонсоры. Чистокровные английские, им нужно теплое помещение, хороший корм, хороший уход, вот, ветеринарное обслуживание. Вот так. В Федерации конного спорта Якутии отметили, скачки в Якутии с каждым годом становятся все популярнее. Это, конечно, способствует развитию конного спорта в целом. Скачки с каждым годом заметно, я бы сказал, заметно идет вперед. Развитие наблюдается, факты налицо. Такого же мнения и руководители конно-спортивного клуба столицы, которые намерены развивать в Якутске олимпийскую дисциплину конного спорта «Конкур». Будем развивать конно-спортивный клуб в Якутии, потому что это олимпийские дисциплины, олимпийские виды спорта. И я думаю, что их нужно вывести все-таки на достойный уровень. Действительно, развитие конкура и в целом конного спорта в республике может подарить региону новых олимпийцев. Главное не останавливаться на достигнутом. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Георгий Григорьев. Якутия. День за днем. На этом наша программа подошла к концу. Мы продолжим следить за развитием событий. Спасибо за внимание и всего вам доброго.